подождите, все начиналось совсем по-другому. Мы решили приготовить настоящие удмуртские пельмени, но не по рецептам из книг, а отправились к бабушкам из Буранова. Кто, как не они, знают секреты приготовления этого блюда. Дядькалы йотты свералды, дядькалы йотты свералды, куты шотты буиды. Ой, да пырма коркамы, пельняньос не скутомы, пельняньос не скутомы. После радушного приема началось наше погружение в гастрономические тайны Удмуртии. Зои, мед, они капуста вайко, пельнянь была сонная. Я, молодец, вайко, пельняня много ваймали. Монтани себе подтивал, сурало, кустем, пельнянь поралом. Давайте, проходите, пельмени будем делать. А пельмени будут по старинным удмуртским рецептам. Проходите, девочки. Сначала мы занялись приготовлением начинки. Выбрали капусту, лук, свиной и куриный фарш. Раньше тоже делали с капустой, только с капустой, но с свининой, а говядина, она твердая. Раньше ведь свиней все держали, все со свининой стряпали пельмени. Очень вкусные. А сейчас что в магазине покупаем? Там тесто толстое, личинка там. Все, хорошо. Нормально, да? Да. Начинка готова. Мы приступили к приготовлению теста. Надо, чтобы оно получилось какое по консистенции? Густое или не очень? Густое? Конечно, густое. Новый год встречали мы с пельменями. Мы готовили заранее. Идем на елку, елка проходит и бегом, чтобы это поздравление слышать по телевизору. Бежим уже. Ну, собираемся не по-разному, не в каждый дом, а все в кучу собираем, в один дом. Пучка не было, да. Ой, тянет точно, давай, меси. Тесто не ломается, ломается. Вот. Ломается, это уже готово. А тянется, это еще не готово. Да. Это ломается, готово уже. Раскатку теста доверили нам. Мы сформировали шарики и сделали небольшие кружочки. Еще один способ приготовить основу для пельменей – раскатать большой круг и вырезать из него поменьше с помощью стакана. Так и быстрее, и пельмени получаются ровными и красивыми. А дальше самое интересное. Бабушки показали сразу 2 рецепта – пельмени по-русски и по-удмуртски. То есть вы вот так вот соединяете, да, Да, пельмешки? соединяем. А раньше оставляли мы все с этим, с дырочкой. Бабушки поделились секретом. С песней пельмени получаются еще вкуснее. Куда ведешь, тропинка милая, куда ведешь, куда зовешь, кого ждала, кого любила я, уж не догонишь, не вернешь. Не обходилась лепка пельменей не только без песен, но и без шуток. Я еще про начинки пельмешек хотела бы узнать. Есть такая традиция, некоторые так подшучивают и кладут в пельмешки какие-нибудь перец, например. Это или- было. Даже записочки ложили. Записывать? Да, ложили. А- Кому что попадет. А из чего были Интересно. записочки? Ну, так прямо на бумаге писали, что Ага. хочешь, кому попадет. Но это интересно было, делали. Налепили мы на славу. Столько форм и размеров можно увидеть разве что в ресторане и на нашем столе. И проголодались мы знатно. Сварим сейчас пельмени, сидим. Какие пельмени у нас получились, не знаю. Вкусные, вкусные. Все, хватит. Пельмени сварились, готовые. Можете попробовать. О, молодец, спасибо. Ой, спасибо большое. Спасибо большое. Очень вкусно. Вкусно приготовили. Очень вкусная. После вкусного обеда снова песня полагалась. Так хорошо и душевно где еще посидишь? Только с бабушками из Буранова. Голдышко,
Піос ме вольмачко, котенянь буй-буй буде, шулеми веде. Party, everybody dance, come on and dance, come on and dance, come on and boom, boom, хватит.